Ладно, на сегодня все. Андреа, ты не могла бы задержаться? Почему ты весь урок посылала мне испепеляющие взгляды? А почему вы ни разу не вызвали меня? Потому что я знал, что ты все знаешь. Послушайте, я хотела подождать до сегодняшнего собрания, чтобы это сказать. Но скажу сейчас. Я ухожу из газеты. А почему ты хочешь это сделать? Потому что вы вынудили меня. Я единственная, кто спас эту газету, когда никто не хотел в ней работать. Я нашла новых рекламодателей. Я набрала новую команду. Я обновила компьютерную систему. Я тратила на это свои ночи и выходные. А потом пришли вы и одним махом все это отняли у меня. Боже мой, Андреа, я понятия не имел, что ты так переживаешь. Почему ты мне ничего не сказала? Потому что я хотела вам понравиться. Но ты мне нравишься. Но не так сильно, как Брэндон. Я поставил Брэндона на эту должность, потому что ему нужен был толчок. Мы говорили об этом. Это не означает, что я считаю тебя неспособной девушкой, но ты должна научиться работать в команде. Ты не всегда будешь номером один. И иногда те, кто многого достиг, такие как ты, должны отбросить в сторону собственное эго и научиться принимать поражение. Это звучит так фальшиво. Если бы я была парнем, вы бы только приветствовали мои амбиции и не считали, что я многого достигла. Вы хотите научить мужчину быть лидером, а женщину работать в команде? Если ты полагаешь, что я дискриминирую тебя, ты ошибаешься. Правда? Почему же тогда мы называем мужчину настойчивым, а женщину настырной? Почему мужчину называют крутым, а женщину сукой? И что сказала бы на это Уолт Уитман? Гилл.